20-е столетие в истории нашей страны изобилуют как великими достижениями, победами, так и кризисами, катаклизмами и трагедиями. Страшные страницы нашей истории трудно вспоминать, но важно помнить. Поэтому в Башкирском государственном педагогическом университете имени Мифтахиддина Акмуллы прошло мероприятие «Холокост и Ленинградская блокада. Урок памяти для будущих поколений», посвященное памяти людей, погибших в этих трагических событиях. Организатором выступил Департамент по воспитательной работе и молодежной политике вуза. В мероприятии приняли участие студенты Акмуллинского аграрного, нефтяного университетов и медицинского колледжа. Но цель и задача нашего мероприятия – это, во-первых, почтить память наших бабушек и дедушек за то, что они подарили нам мирное небо над головой, а также почтить память, так скажем, жертв Холокоста, которые были жертвами геноцида. Ну а также, конечно, сегодня будем говорить о блокаде, о снятии блокады Ленинграда, где наши, так скажем, советские люди боролись и за свою жизнь, и за то, чтобы защищать свой город Ленинград. 27 января отмечают Международный день памяти жертв Холокоста в честь освобождения в этот день в 1945 году узников польского концентрационного лагеря Освенцим. На мероприятии об истоках Холокоста, о том, как выживали люди в нечеловеческих условиях, о массовых расстрелах, пытках рассказал председатель правления Башкирского республиканского отделения Общероссийской общественной организации «Дети войны», ветеран-активист, член ветеранской организаций Республики Башкортостан Палтусов Александр Михайлович. В ходе встречи он передал в Музей боевой славы БГПУ имени Мифтахиддина Акмуллы почетную грамоту, флаг организации и памятную фотографию с изображением советского солдата. Мы все делаем для того, чтобы наше юное поколение знало историю нашу. И работаем мы не только с студентами, со школьниками и дошкольниками. Есть подшефный детский садик 157. Вот, а сегодня я вижу перед собой будущих учителей. Мне очень приятно, во-первых, находиться в этих стенах, потому что у нас две в России самые главные профессии. Первая профессия – это медик, и первая профессия – это педагог. Без них наша Россия бы не существовала и не развивалась бы так хорошо, как она развивается сейчас. 27 января 1944 года также закончился один из самых трагических эпизодов Великой Отечественной войны. Была полностью снята блокада Ленинграда, единственного в мировой истории города, который смог выдержать почти 900-дневное окружение. Своими воспоминаниями с участниками мероприятия поделилась цареградская Людмила Васильевна, которая родилась в Ленинграде и пережила блокаду в детстве. Также она спела песенку войны. Но пусть мы были маленькими очень, мы тоже победили в той войне. Все говорят, у нас плохая молодежь. Вот такая у нас отличная молодежь. Я не могу сказать за всех, как это им важно. Но когда я приходила вот в школы, когда вот на такие мероприятия приходила, вы знаете, они очень хорошо реагируют. Они сидят, как галчата, рот откроют и слушают. Для них это, как шоковая новость, понимаете? Они же сейчас совсем в другом мире живут уже. И то, что вот им рассказываешь, они даже в другой раз не верят. Вы правда, говорите, вы, говорит, правда так, говорит, жили? Вот понимаете, они же этого не видят и не знают. А как это было страшно. Как страшно жить во время войны. Встреча завершилась минутой молчания в память обо всех погибших во время Холокоста и Ленинградской блокады. Пока мы помним прошлое, у нас есть будущее.